بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية. Уроки арабского языка. Альхамдулилля, мы проходим 10-й урок арабского языка. На этом видеоролике будем проходить слитные местоимения первого, второго и третьего лица. На арабском языке это будет звучать как ад-дамаир аль-муттасиль, лиль-мутакаллим, ва лиль-мухатаб, ва лиль-гаиб. А также пройдем некоторые имена, собственные, мужского рода. Итак, начнем 10-й урок. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ад-дарсуль ашир. 10-й урок арабского языка, первый том. Прежде чем начать 10-й урок, давайте познакомимся с нашими правилами, пояснениями. То есть на этом видеоуроке мы будем проходить слитные местоимения. Ад-дамаир аль-муттасиль. Ад-дамаир аль-муттасиль. Ад-дамаир муттасиль. Ад-дамаир салясатун. То есть слитные местоимения в арабском языке подразделяются на три части. То есть это первое, второе и третье лицо. Аль-мутакаллим. То есть если разделительное местоимение «ана» превращается в, допустим, «ана» — это «я», а «бейти» — это «мой дом». То есть добавляется «я», частица «я», «аль-мутакаллим». То есть притяжательное, так скажем, притяжательное окончание. «Аль-мухатаб», то есть «мухатаб» — это собеседник «энте», то есть «ты». Чтобы сказать «твой дом», нужно сказать «бейтука». А также третье лицо, допустим, «хуа», «хия», может быть «он», «она». «Бейтуху» — «его дом». «Аль-мутакалим аль-мудаккар валь-муаннас». То есть слитные местоимения первого лица и мужского рода, и женского рода. «Хада бейти» — это мой дом. «Хада исми» — это мое имя, то есть меня зовут Мухаммад. Исми Фатима. Аби ва умми фил бейт. Мой отец и моя мама фил бейт дома. Инди у меня есть. Дословно переводится у меня есть. Рядом со мной. Инди калямун. У меня есть ручка. Ли ахун. У меня есть брат. Аль-мухатаб аль-мудаккар, то есть слитное местоимение второго лица мужского рода, добавляется местоимение ка. Хада бейтука. Это твой дом. Масмука. Как тебя зовут? Сайяратука. Сайяратука. Твоя машина. Джамилятун, красивая. Абука, твой отец. Ва уммука, и твоя мама. Фильбейт. Аиндака, есть ли у тебя рядом? Есть ли у тебя ручка? Аиндака калямун. Аляка ахун, есть ли у тебя брат? Аль-мухатаб аль-муаннас, то есть слитное местоимение второго лица женского рода. Хада бейтуки. Это твой дом. Обращение к женщине. Масмуки. Как тебя зовут? При обращении к женщине. Асаяратуки. Твоя машина. Джамилятун. Красивая. Абуки. Ва уммуки фил бейт. Твой отец и твоя мама дома. Аиндаки. Есть ли у тебя ручка? Аляки. Ахун. То есть слитное местоимение «ки» второго лица относится именно к женскому роду, а слитное местоимение «к» ко второе лицо, но мужского рода. Аль-гаиб аль-мудаккар, то есть третье лицо, слитное местоимение третьего лица мужского рода добавляется «гу». Хада бейтуху, это его дом. Масмуху, как его зовут? Сайяратуху, его машина. Джамилятун, красивая. Абуху,
ва уммуху фил бейти. Аиндаху, если у него карандаш. Алаху ахун, если у него брат. Аль-гайб аль-муаннат, то есть слитное местоимение третьего лица женского рода будет ха, бейтуха, хада бейтуха, это ее дом. Хада бейтуха, масмуха, как ее зовут. Сайяратуха, ее машина, джамилатун, красивая. Абуха ва уммуха, ее отец и его мама, фильбейти, дома. Аиндаха, есть ли у нее каламун, ручка, карандаш. Аллаха ахун, есть ли у нее брат. В арабском языке часто встречаются такие выражения, как инди и ли. Инди переводится «у меня есть», ли тоже переводится «у меня есть». Но есть существенная разница. Инди мы употребляем тогда, когда предмет является неразумным. То есть ли гайри аклин, допустим, инди каламун, инди китабун, у меня есть книга. Инди саатун, у меня есть часы. Инди дарраджатун, у меня есть велосипед. Но частицу ли мы используем, если предмет является разумным. То есть ли ухтун, у меня есть сестра, вахида, у меня есть одна сестра. Ли ибнун ва бинтун, у меня есть сын и дочь. Ли уммун ва уммун, у меня есть мама и отец. Аляка ахун, есть ли у тебя брат? Нельзя сказать в арабском языке аиндака ахун, так как аиндака обычно используется, если предмет является инди, если предмет является неразумным. То есть в русском языке есть понятие одушевленный и неодушевленный предмет, в арабском языке есть разумное существо и неразумное существо. То есть все люди аль-акиль, то есть разумные, а любой предмет, который не относится к людям, оно является ли-гайра акиль, то есть неразумным. Аиндака ахун нельзя сказать, если у тебя брат. Нужно сказать аляка ахун. Аиндака китабун, здесь допустимо, можно так сказать. Аляка китабун, если у тебя книга. Здесь это ошибочное утверждение, так как аляка, если у тебя должен предмет, то есть существо должно быть разумным. Есть также ма'a, используется ма'a, то есть это обстоятельство места, зарфу макан, это имя, ма'a это имя, аль-исму, аль-лади, которое ба'даху, после него имя находится в состоянии маджрур биль-касра, то есть в конце огласовка будет с касрой. Допустим, хараджа, вышел хамид, хамид вышел ма'a халидин. Хамид вышел вместе с Халидом. Захаба ат-табибу, врач вышел ма'a аль-мухандиси. В конце, как мы видим, касра. Врач вышел вместе с инженером. Аишату ма'аха зауджуха. Аиша ма'аха, вместе с ней, зауджуха, муж. Ман ма'ака я алию, о Али, кто рядом с тобой, кто вместе с тобой. Ма'i, рядом со мной. Замили, мой однокурсник, мой одноклассник, мой коллега. Аль-алям, аль-мудаккар. Что такое аль-алям, аль-мудаккар? Это собственное имя мужское. Аль-махтум бита ит-та'нифи ла юнауину. То есть мужское имя, собственно, которое заканчивается, условно говоря, на та-марбуту. То есть та-марбута, оно является показателем женского рода в арабских именах. Но есть ряд имен в арабском языке, которые заканчиваются на та-марбуту, но они в своей сути являются мужским родом. То есть Хамза, имя, допустим, Хамзату. Нельзя сказать Хамзатун, в конце не ставится танвин. Мухаммадун, здесь в конце танвин дамма. Хамзату, только дамма, без танвин даммы. Халидун, как мы видим в конце, танвин дамма. Талхату,
Нельзя сказать талхатун. В конце просто дам оставится. Так, перейдем к нашему 10-му уроку. Дарсуль ашир. Хамид. Ман анта. Кто ты? Мухаммад говорит, ана талиб бил джамиа. Я студент бил джамиа в университете. Хамид. А анта талибун джадидун. Ты новый ли ученик, студент? Мухаммад говорит, наам, да, ана талибун джадидун, да, я новый студент. Хамид, мин айна анта, откуда ты? Мин айна анта, откуда ты? Ана мин аль-Хинди, я из Индии. Хамид, масмука, как тебя зовут? Дамир аль-муттасил аль-мухатаб аль-мудаккар, то есть слитное местоимение второго лица мужского рода. Масмука. Мухаммад исми, как мы видим, я добавился, мое имя, то есть меня зовут Мухаммадун, Мухаммад. Ваман хада аль-фата, а кто этот юноша, парень, аллави, который маака вместе с тобой. Хуа зами ли, то есть слитное местоимение первого лица. Он мой однокурсник. Маака тоже дамир муттасил аль-мухатаб, то есть слитное местоимение второго лица мужского рода. А хуа айдан мин аль-Хинди, он также из Индии. Ла хуа мин аль-Ябани, нет, он из Японии. Масмуху, как его зовут? Исмуху, его имя, дословно переводится, то есть его зовут Хамзату. Его зовут Хамза. Ма лугатука. Я Мухаммаду. О, Мухаммад, какой твой язык? То есть на каком языке ты разговариваешь? Лугати, мой язык. Аль-урдия, язык урду. Ахия лугатун сахлатун, он легкий ли язык? Наам, да, хия лугатун сахлатун, да, он несложный, легкий язык. Ва хамзату, а хамза, частица, харф, предлог ва, можно перевести как а, иногда переводится как и. А хамза, ма лугатуху, на каком языке он разговаривает, какой его язык? Лугатуху аль-ябания, он говорит на японском языке, лугатуху, дословно переводится его язык. Лугатуху аль-ябанияту, он говорит на японском, вахия лугатун са'батун, и он сложный язык. Айна абука, я Мухаммаду, где твой отец, о Мухаммад? Аби, мой отец, филь Кувейт, в Кувейте, хуа табибун, он врач, шахирун, известный. То есть он известный врач. Ва айна уммука, где твоя мама? Хия айдан филь Кувейти, она также в Кувейте, в ма'a аби, вместе с моим отцом. Хия мударрисатун хунака, она работает учительницей там. Мударриса, женского рода, мударрис, преподаватель, мударриса, учительница. Хамид, адахабта, отправился ли ты или аль-Кувейти, в Кувейт? Ехал ли ты в Кувейт? Я Мухаммаду, о Мухаммад. Наам, дахабту, да, я отправлялся. Вазамилюка, а твой однокурсник? Эйна абуху, а где его отец? Абуху фил Ябан, его отец находится в Японии. Хуа таджирун, он бизнесмен. Кабирун, большой торговец, большой бизнесмен. Аляка ахун, есть ли у тебя брат? Я Мухаммаду, о Мухаммад. Да, наам. Ли, у меня есть ахун вахидун, у меня есть один брат. Исмуху, его зовут Усамату. Вахуа ма'i хуна, и он хуна здесь, рядом со мной, вместе со мной, хуна филь Мадинати аль-Мунаввара, в лучезарном Медине. Вали, у меня также есть ухтун, сестра, вахида, одна сестра, исмуха, ее зовут Зейнеб.
Вахия фил Ирак, она находится в Ираке, ма зауджиха, вместе со своим мужем. Зауджуха, ее муж, мухандисун, инженер. Индака, если у тебя машина, саяратун, я ахи, о мой брат, ля, нет. Ма инди, у меня нет, саяратун, машины. Инди дарраджатун, у меня есть велосипед. Хамзату, вот Хамза, индаху саяра, вот у Хамзы есть машина. Тамарин, здесь даются упражнения. Нужно ответить на следующие вопросы по контексту, по диалогу. Месмука, можно даже и не по контексту. Месмука, как тебя зовут? Ма лугатука, эйна мин эйна анта, откуда ты? Ма лугатука, эйна абука, где твой отец? Эйна уммука, где твоя мама? Аляка ахун. И так далее. Здесь нужно ответить устно, можно устно. Да фил фараг, проставить нужно в пустые места. Дамир, то есть слитные местоимения. Гу или же га. Гу переводится его, га переводится ее. Хадихи альбинту, это дочь, это девушка. Талиба, студентка. Исму, добавляем га. Исмуха, ее зовут Зайнаб. Мухаммад табиб вабну гу. Мухаммад табиб врач, ибнуху, а его сын мухандисун. Хадар раджулю, этот мужчина, этот человек, таджирун, торговец, кабирун, крупный. Исму, естественно, речь идет о нем, о мужчине, поэтому нужно сказать, его зовут Исмуху. Исмуху. Амина фил гурфа, Эмине в комнате, Амина в комнате, ва уммуха, ее мама. Уммуха фил матбах, в кухне. Аиша табиба, Аиша врач, ва ухту ее сестра, мумаррида, то есть медсестра. Хараджа Мухаммад мин аль-фасл ва хараджа маху замилу. В третьем задании нужно задать 5 вопросов вместе с ответами, как указано на примере. Айндака калямун, можно сказать, айндака китабун, есть ли у тебя книга? Наам, айнди китабун, и так далее. В четвертом задании нужно составить 5 вопросов и ответов, как указано на примере. Индака калямун, если у тебя ручка? Нет. Ля. Ма инди калямун, нет, у меня нет ручек. В этом же задании нужно проанализировать. Обратите внимание на рисунок. Слово бейтун, дом. Чтобы сказать мой дом, нужно сказать бейти. Как мы видим, добавляется частица я, то есть слитное местоимение я, эль-мутакаллим, переводится как мой дом. Мой дом. Бейтука переводится твой дом. Это при обращении к мужчине. Бейтуху его дом, бейтуха ее дом. В пятом задании нужно поставить, то есть прописать слитные местоимения, как указано на примерах. Допустим, калямун, ручка, хада калями, это моя ручка, нужно сказать хада, то же самое, калями, значит китаби, то есть это моя книга, китаби. Хада калямука, это твоя ручка, нужно сказать хада китабука. Хада калямуху, нужно сказать хада китабуху, это его книга. Хада калямуха, это ее ручка, а нам надо сказать, это ее книга. Хада китабуха. И так далее, до конца. Сарирун, хада сарири, хада сарирука, хада сарируху, хада сарируха. Исмун, хада исми, хада исмука, хада исмуху, хада исмуха.
Икра, прочитайте. Ли переводится «мне принадлежит», «у меня есть». Ляка – «у тебя есть», при обращении к мужчине. Лаху – «ему принадлежит», «у него есть». Ляха – «ее», то есть «ей принадлежит». Ли ухтун вахид – «у меня есть одна сестра». Аляка ахун – «есть ли у тебя брат?» Ля – «нет». Ма ли – «нет у меня ахун брата». Ухти – «моя сестра», ляха, у нее есть, тыфлюн сагирун, маленький ребенок. Замили, мой однокурсник, лягу, у него есть ахун ва ухтун, у него есть брат и сестра. Накулю инди китабун, мы говорим, у меня есть книга, ва накулю ли ахун, у меня есть брат. Оля накулю, но мы не говорим инди ахун. Мы это проходили в пояснениях в начале урока. Ма'a зарфу макан, то есть обстоятельства места. Хараджа Хамид ма'a Халидин. Захаба табиб, врач вышел вместе с инженером. Джалас аль-мударрису, учитель сел вместе с директором. Ма'аль мудири. Ман ма'ака я Али. Кто вместе с тобой, о Али? Ма'i замили. Вместе со мной мой однокурсник. Бейтун, бейтука, бейтуху, бейтуха, бейти. Бейтун – дом, бейтука – твой дом. При обращении к мужскому роду, к мужчине. Бейтуху – его дом, бейтуха – ее дом, бейти – мой дом. Абун – абука. Если буква вау добавляется. Есть такое понятие в арабском языке асмауль хамса. То есть 5 имен. Это такие имена, с виду похоже на 2, то есть как будто слово «эбун» состоит из 2 букв, но на самом деле там присутствует в корне еще одна буква, то есть 3 буквы, поэтому «вау» выявляется. «Эбука» – твой отец, «эбуху» – то есть его отец, «эбуха» – ее отец, «эби» – мой отец, «эхун» – то есть тоже входит в эту категорию. То есть ахун, в слове ахун на самом деле не 2 буквы, а 3. Ахука, поэтому вау появился. Твой брат, ахуху, его брат, ахуха, ее брат, ахи, мой брат. Аби ва умми фильбейт, мой отец и моя мать, моя мама, фильбейт, дома. Эйна абука я Хамид, о Хамид, где твой отец? Захаба иля сук, он отправился на рынок. Мухаммад, Халид, Хамид, Аббас, Махмуд. Мы говорили, что эти имена с виду похожи на женского, но они являются собственными имена мужские. Хамзату никогда не принимает танвин. Талхату, Усамату, Муавияту, Икрима. Икра, прочитайте аль-асма аль-атия, прочитайте следующие имена. Вадбит авахираха, и нужно проставить конечную огласовку. Хали дун, танвин дамма, хамза просто дамма, амма рун, танвин дамма, анасун, муавия ту просто дамма, хамидун, танвин дамма, усамату просто дамма и икримату тоже просто дамма. Аббасун танвин дамма, Мухаммадун танвин дамма, Талхату просто дамма. Аз-замиль переводится как однокурсник, коллега, аз-зауч пара, зауч муж. Вахидун один, фатан парень, юноша, ма'a вместе, ат-тифлю ребенок, куэйту, куэйт аль-лугату язык. На этом урок 10 урок подошел к концу. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.